первых, сказать, форумов, которые проводятся на местах, когда встречаются депутаты, женщины с жителями в конкретных регионах. И мы очень рады, что у нас сегодня уже 5-е такое мероприятие, и у нас довольно большой уже опыт набран командой по проведению таких диалогов. Что я хотела сказать с моей стороны, так как было такое предложение, чтобы коротко сказали про программу. Сама программа осуществляется 1 год ровно, и она имела уже довольно большой успех как на национальном уровне, так и на местном уровне. Основной акцент делается на продвижение женщин в политику и на уровне принятия решений. Как вы знаете, в сентябре этого года мировое сообщество приняло цели устойчивого развития на следующие 15 лет. Эти цели, 17 целей, которые были приняты глобальным сообществом, один из целей, цель номер 5, является именно продвижение женщин, и продвижение гендерного равенства. Проблемы, с которыми сталкиваются наши женщины, они абсолютно идентичны проблемам в Республике Молдова. Скажем так, основное направление – это социально-экономические права наших женщин. Почему? Потому что, к сожалению, Республика Молдова на сегодняшний день не обеспечивает достойный уровень жизни, связанный с тем, что очень низкие размеры как заработных плат, пенсий, пособий, есть проблемы с медицинским страхованием, поэтому, конечно же, это специфика больше этого плана, отсутствие рабочих мест и поэтому отсутствие и нормальных условий для жизни. Какие чисто наши, скажем так, больше, может быть, выделяются женщины региона, это то, что наши женщины достаточно часто мигрируют, оказываются за рубежом, где, в принципе, воссоединяются семьи, где происходит факт рождения детей. К сожалению, сегодня мы сталкиваемся с тем, что в связи с изменениями законодательства женщины, которые родили, допустим, в России, и не получив там никаких социальных выплат, должны подтверждать по приезду сюда факт отсутствия социальных пособий. В итоге таких справочек у них нет. Почему? Потому что у них гражданства нет российского. И, естественно, что они здесь не могут получить пособие. Эта проблема уже находится на контроле и у Башкана Гагаузии, и будем говорить сегодня на этом форуме, может быть, удастся разрешить ситуацию. Следующая проблема, которая свойственна тоже фактически нашему региону, это то, что в регионе отсутствуют какие-либо реабилитационные центры, как для женщин, которые находятся в ситуации насилия в семье, так и для женщин, которые просто-напросто оказались в трудной жизненной ситуации. Допустим, давайте не будем скрывать, что у нас вот сегодня сейчас зимний период на дворе, просто-напросто очень многие пенсионеры, инвалиды в реальности могут замерзнуть. Почему? Потому что средств на отопление и на приобретение продуктов питания элементарно нет. Поэтому эти проблемы, они должны быть постоянно на контроле наших социальных служб, нашего государства, для того, чтобы реально помогать. Понимаете, на сегодняшний день мы должны говорить о том, что не только в законодательстве должны быть прописаны механизмы, а они должны быть рабочие. И те моменты, которые связаны с, например, отсутствием тех же рабочих мест, отсутствием контроля за деятельностью тех же предпринимателей, особенно в частном секторе, они говорят о том, что государство еще не до конца работает.